Здравствуйте, интервью на БСТ. С вами Алия Тагирова. И в нашей студии Иван Сухарев, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР. Иван Константинович, с прошедшим Днем защитников Отечества хотелось бы поздравить вас. И я думаю, что и вы хотели бы сказать нашим защитникам какие-то слова. Да, здравствуйте. Конечно, хотелось бы поздравить с Днем защитника Отечества, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов и, конечно, главное, мирного неба над головой, что сегодня особенно актуально в период проведения специальной военной операции. И, конечно, 2025 год был объявлен нашим президентом годом защитника Отечества, и ЛДПР, как старейшая партия в истории современной России, в прошлом году, вы знаете, нам исполнилось 35 лет, мы отмечали свой юбилей в декабре, конечно, уделяет особое внимание участникам специальной военной операции, конечно, членам их семей. И, конечно, мы не забываем о том, что 9 мая нас ждет другой юбилей, праздник Великой Победы. И вот этим датам знаменательным, конечно, я думаю, что надо посвятить особые мероприятия в этом году. И, в частности, ЛДПР начинает этот путь с форума «Плечом к плечу», который пройдет в Москве, в Доме Союзов, на Большой Дмитровке. Ну, это, в принципе, не первый раз проводится мероприятие. Этот форум проводили и в прошлом году. Там дали старт школе военкоров, которую успешно закончил наш земляк Юлдашев, наш однопартиец. И результат мы все видели вместе со студентами, посетив в Татьянин день Национальный музей и его прекрасную выставку. То есть он справился с задачей, я считаю, на отлично. Мы желаем ему успехов, пусть дальше продолжает освещать те события, которые происходят. Но вообще, Иван Константинович, Всероссийский форум «Плечом к плечу», хорошее название, за русскую победу, будут не только дискуссии, обсуждения, то есть и будет отправлен конвой прямо оттуда. Да, конечно. Прям рядом с Государственной Думой на охотном ряду будет выставлена техника, которая прямо оттуда уйдет, как в далекие годы Великой Отечественной войны, прямо на фронт, на линию, где ведутся боевые действия. И, собственно говоря, фонд «Плечом к плечу», который курирует Андрей Константинович Луговой, очень эффективный инструмент. То есть, если раньше необходимо было найти самим рэбы, квадрокоптеры, еще какие-то необходимые вещи для наших бойцов, потом их отвезти лично, то есть это все достаточно большие сложности. Сейчас мы просто берем заявку у бойцов, высылаем в фонд «Плечом к плечу», они нам говорят, сколько это будет стоить, причем так как это достаточно большая работа и большой объем, соответственно, цены у них самые демократичные, если брать в целом. И потом уже ты платишь деньги, и все эти товары оказываются уже у наших бойцов, видео, как передаются, и акты приема-передачи. Очень удобно, кстати. Вот одна из последних новостей. Вы общались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по поводу договора между нашей страной и Таджикистаном. Вот какие итоги, какие впечатления? Да, наступает период продления, пролонгации данного договора. То есть договор о двойном гражданстве, мы говорим про него. И на сегодняшний день, конечно, в тот момент, в те тяжелые годы, годы 90-е, когда, к сожалению, происходили печальные события в наших бывших братских республиках, а попросту резали русских, россиян, которые там проживали. Этот договор был, конечно, необходим нашей стране для того, чтобы вернуть без всяких препон правовых наших граждан на территорию России. По разным оценкам вернулось около 300-400 тысяч человек, но сегодня на территории Таджикистана на данный момент проживает всего-навсего 0,5% русских. Мы понимаем, что те, кто приезжают сюда, они получают определенные преференции, льготы, образование, здравоохранение, мат-капитал. Работу. Да, работу. Вот. Но в то же время особое внимание здесь, конечно, мы уделяем
положению о воинской службе, которое также прописано в этом договоре, согласно которому те, кто сюда приезжают, пользуются всеми благами, которые предоставляет Российская Федерация и которые оплачиваются нашими гражданами. То есть формируют бюджет наши люди. Вот, они уходят от службы в вооруженных силах, что сейчас, в период проведения СВО, это неправильно, наверное. Поэтому вот об этом мы поговорили, я задал вопрос, но пока вот принято решение о том, что этот договор будут пролонгировать. Мы будем дальше работать. Мы понимаем, что Сергею Викторовичу виднее, он специалист высокого уровня. Вот. Мы, конечно, в дипломатии не настолько осведомленные люди, но между тем, аргумент о том, что это действует и в другую сторону, а именно в сторону россиян, которые уехали в Таджикистан, но он мне показался немножко слабоватым, потому что все-таки, я уже сказал выше, этих людей всего-навсего 0,5%. Ну и из законодательных инициатив у вас не только вопросы обороны, но и социальная сфера. То же самое предложение о том, чтобы не повышали пассажирам такси, кто едет с детьми, стоимость. На каком сейчас уровне вот эта законодательная инициатива? Сейчас эта инициатива внесена, она на рассмотрении сейчас в комитете. Вот. Мы надеемся все-таки... Даже странно, если ее не примут. К сожалению, бывает такое, что инициативы оппозиционных партий не принимаются, и не только оппозиционных причем. И депутатов от «Единой России» тоже. Бывает, что не принимаются инициативы. Но между тем, мы рады тому, что через некоторое время инициативы ЛДПР все равно принимаются. Для этого мы проводим всероссийский прием граждан, постоянно ведем прием, общаемся с людьми, потому что только общаясь с людьми можно узнать о тех проблемах, которые у них есть. Понятно, что мы и сами, как депутаты, сталкиваемся с теми или иными вопросами. То есть, вызывая такси, мы понимаем, что такси с детским креслом почему-то стоит дороже. В то же время мы бьемся за то, чтобы улучшить демографию. С таким подходом мы никогда не воплотим слова Менделеева о том, что население Российской империи к 2020 году должно быть 550 миллионов. К сожалению, мы видим, какая ситуация. Мы до 150 не дотягиваем. Поэтому, конечно, здесь надо ситуацию исправлять. Мы это видим. Тем более нагрузка огромная на молодых родителей. Зайдите в магазин, посмотрите, сколько стоят памперсы, детское питание. В то же время посмотрите на стоимость продуктов, насколько они подорожали за последний год. И мы же понимаем, что зарплаты такими, как говорится, темпами не растут, как тот же бензин, как на дрожжах. А ведь стоимость того же самого бензина, дизельного топлива, эта стоимость сидит в каждом куске мыла, в каждой буханке хлеба, в каждой бутылке молока, кефира, творога, чего угодно. Понимаете? Поэтому здесь, конечно, надо адекватно подходить ко всем вопросам. И, конечно, мы надеемся на то, что все-таки разум победит и данная инициатива будет принята. Да, но и бизнесом тоже она как-то будет услышана. Но если уж мы говорим о семье, о вопросах семьи, вы предлагаете учредить День многодетной семьи. На каком уровне эта инициатива? На уровне республики. Наши депутаты тоже работают. Хорошее предложение было. Да, хорошее, доброе предложение. То есть День святых, памяти святых Петра и Февронии, 3 воскресенье сентября. Мы понимаем и с уважением относимся к тем, кто празднует и День влюбленных. Ради Бога, празднуйте. Но все-таки я считаю, что это не наш праздник. Мы живем в своей стране. Католичество у нас тоже присутствует, но это очень мало католиков у нас на территории Российской Федерации. Поэтому все-таки у нас есть свои праздники, которые мы должны отмечать. И прекрасный день, День многодетной семьи, 3 воскресенья сентября. Тем более мы всегда выступали за меры поддержки. И вы знаете, что не так давно был подписан указ нашим президентом, которым был определен, собственно говоря, формат многодетной семьи от 3 и более детей. Но при всем уважении мы первые в ЛДПР
внесли данный законопроект о мерах поддержки многодетных семей, которым устанавливался единый термин многодетной семьи, то есть от 3 и более детей. К сожалению, данный законопроект был отклонен большинством Государственной Думы, но мы видим, что нас слышит власть, нас слышит президент, и это очень радует нас. Это показывает, что ЛДПР нужна, и наши инициативы очень актуальны. Потому что до того, как был подписан данный указ, к сожалению, несмотря на то, что мы живем в одной стране, единое правовое пространство, но в разных субъектах подходили по-разному. Где-то 5 детей многодетная семья, где-то 4, где-то 3, где-то 5, где-то 8, но это, конечно, сумбур. Поэтому 3 и более детей, тем более мы понимаем, что уже человек, имея 2 детей, честно говоря, испытывает огромную нагрузку на семью. Потому что прокормить этих 2 детей, обучить, одеть, обуть, это, во-первых, дорого, во-вторых, это затратно просто даже психологически. Это большой труд на самом деле. Я знаю, что партия занимается и вопросами мигрантов, но, к сожалению, время эфира ограничено. В этом году Государственное собрание Курултая Республики Башкортостан отмечает 30-летний юбилей. Учитывая то, что вы депутат, какое бы у вас было пожелание, может быть, рекомендация к башкирским парламентариям? Давайте я скажу. Так, Госсобрание Курултай, которым руководит достаточно довольно долгое время уже Константин Борисович Толкачев, к которому мы относимся с большим уважением, оно всегда было на первых местах по количеству принятых законов. Мы знаем, что у нас Курултай является субъектом законодательной инициативы, который также может вносить законы в Государственную Думу. И долгое время Курултай был на первом месте по принятым законам, которые они вносили в Госдуму. Так вот, я хотел бы в связи с 30-летием, я знаю, что немножко они отстали сейчас от этого первого места, с 30-летием пожелать бы им возвращения на это почетное, лучшее первое место. Спасибо огромное за интервью, дорогие друзья. Я напомню, что в нашей студии был Иван Сухарев, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР. Оставайтесь на БСТ.